Приветствую вас, братья и сестры. Хочу также воздать Богу благодарность. Благодарность и вам, братьям и сестрам, потому что это удивительно, насколько я нашла место в ваших сердцах. Это неземная любовь, которая проявляется и в заботе, в помощи. Порой просто сама не могу поверить, что как вот вы оказываете мне внимание. Очень благодарна Богу за церковь. И особенно, вообще, самая большая благодарность Богу это за каждый день моей жизни, и за трудности, и за радости, и за обычные дни. Очень видно, что, как Он в моей жизни есть. Его направление, Он никогда не молчит. У меня не было таких тяжелых экзаменов, чтобы вот я не слышала Его. Иногда я поступала, к сожалению, где-то, может, смотря на проблемы, немножко неверно, и где-то было больше трудностей. А так Бог всегда указывает нужное направление, даже где очень тяжело. И также вот особенные моменты мои, может быть, любимая, я хочу вот воздать Богу благодарность, события моей жизни, это беременность и рождение моего 3-го ребенка. Оно особенно, может, даже тем, что я уже подумала, что у меня не будет больше деток. Как-то увидела в себе, может быть, слабость какую-то, что, может, Бог так решил, что уже не будет у меня, уже думала так, и так мужу об этом говорила, помню, с некоторыми сестричками. Но очень было большое желание, почему-то такое было большое желание вот еще иметь. И однажды с мужем даже беседовала, помню, потом, в то время у нас были прекрасные такие беседы, и он так всегда выслушивал очень внимательно. Даже я уже как-то говорила, в этом возрастала в Боге. За это ему большое спасибо мужу. И я с ним как-то рассуждала. У нас еще был такой в разговоре на работе, да, наверное, может быть, везде так, что легкий труд, я на стройке работаю у нас, и если не отработаешь полгода, будет очень маленькая зарплата. И я мужу говорила, как-то мы там, может, вопрос контролировали, как там потом уже было, когда на работу вышла. И я говорю, Вадим, вдруг у Бога на все свое время. Вот мы дождемся эти полгода, когда уже будет у меня отработано определенное время, уже будет зарплата хорошая, а у Бога все это время ушло, и вот так, как-то мы так в простоте, и Он в своем познании Бога на то время тоже так внимательно, и как-то Он тоже согласился отдать в руки Бога. Это было так серьезно. И Бог интересно сделал. Ровно полгода прошло, вот 17 сентября я вышла на работу, и 17 марта я уже была у врача женского с беременностью. То есть даже в этом промежутке полгода, что Бог так подчеркнул. Особенно дорого это его такой подарок. И в самой беременности расскажу, как Бог сохранил ее, какие для меня это такие чудо тоже, что вот ребеночек родился здоровеньким, были испытания. Первое, уже срок был не маленький, гайморит, он как-то так у меня... Я не спрятался, но я наблюдалась у педиатра, у терапевта уже, и запуталась, у педиатра, у терапевта. И тогда было время ковида, и мне все время не проходила простуда, и все на разные анализы на ковид гоняли. Там то так они, его там проверяют, то через кровь, то так. Как-то так не обратили внимания, и когда мне было сложно, уже было очень сложно, температура, начали болеть зубы, этот насморк страшный. И я с сестричкой нашей одной разговаривала, говорю, я уже, буду просить врача, чтобы мне что-то такое посильнее выписали, даже что мне нельзя беременна, потому что это очень сложно. Вижу, что так. И она говорит, у нас же есть в церкви прекрасный доктор, и вот упомянула, что Игорь Петрович прямо сказал, что Дарья Олеговна найден, что у тебя дар от Бога. И мне прямо до слез, я поняла, что Бог как-то отвечает мне в этом вопросе. Я попала к ней на прием, и мне казалось очень сложной формой гайморита. Даже она очень хотела меня госпитализировать, но тогда были детки со мной только. И в итоге 6 проколов мне сделали. Она назначила лечение серьезное. Все это прошла я с Божьей помощью. Спасибо Богу за сестричку. Это она для меня много сделала. И ее любовь такая особенная ко мне. И дальше было еще одно испытание во время беременности. Это ветрянка. Уже был очень большой срок. Она была серьезной формы. Температура высокая, держалась под 40. И можно было просто валиком катать эту зеленку. Настолько я была... очень тяжело, а в конце, даже когда уже прошло уже перестало проявление ее,
быть, температура не спадала. Мне даже уже ставили под вопросом, пришел терапевт и говорит, позвонила там инфекционисту, воспаление головного мозга под вопросом, а его, как она объясняла, его нельзя никак как-то узнать, просто, по-моему, она говорила, или судороги, или потеря сознания, что вот такое. И головные боли, по-моему, так. И все. И я так помолилась в тот день. Мне так было, конечно, я была одна с детками, и беременность уже очень была большая. Уже вот где-то скоро, ну как, может, месяц был 7-й или 6-й. Надо было вот уже... И помолилась, и уже на следующий, ну как-то очень искренне воззвала к Богу. И уже на следующий день мне даже температура не то, что высокая была, там она мне за 39 была, мне бы даже 36 ее не стало, то есть так очевидно стало, и уже больше она не поднималась. За это, слава Богу, и родился ребеночек здоровенький, единственное, там как это, ну вот у женщин в природах зеленые воды были, и врач, она очень внимательно смотрела, говорит, с вашими водами, и она все хотела что найти, и не могла, ну ничего она не увидела, слава Богу, ребеночек был прекрасно развит, и вообще она очень, видно, что под благословением Божьим во всем все чудесно. Вторая благодарность, такое отмечу событие моей жизни, свое жилье. Также это было все очень непросто, и я бы, наверное, если бы не Бог, до сих пор была бы на съемном жилье, и в моей ситуации это сложно. Это были бы, скорее всего, какие-то долги, и вот отмечу сразу с переезда. Переезда тоже оказалось очень серьезное такое, я не знала даже, что это происходит так. Как бы мне были переезды, но что это произойдет, вернее, так, потому что уже больше нажито было, и я вообще даже не готова была, кажется, к такому. И Бог так сделал, что Он послал людей своих, так чудом, и мне несколько просто и больших машин, и маленьких машин бесплатно перевозили люди, которые не брали никаких денег, и это событие произошло, переезд. Вот. Квартира была без ремонта, мы заехали, но я тоже видела в этом, я вопрошала Богу, мне не хотелось, правда, заезжать, но я видела, что Бог хочет, и посылал людей из нашей церкви, из других церквей, такая была чудесная помощь, и уже было более как-то можно было там что-то, уже кое-как заезжать, для начало было положено. И я видела, что Бог направляет меня, хотя там не было даже умывальника на кухне или мойки как-то, то есть ванна не установлена, даже полов, то есть не было, но я все равно видела, что Бог хочет, вот я так уже не буду время забирать, да, что хочет. И я только послушав Его, вот мы пошли, переехали туда, и Бог чудесным образом сделал такую большую работу, там ремонт, полремонта, наверное, сделано, я даже, такого не ожидала, то есть я думала, может, как-то, то-то там, как-то БУ что-то там будет, мне новый линолеум лежит по всей квартире. Мне, слава Богу, так все за короткое время, то есть и детская сделана, там ванна стоит, слава Богу, очень много, то есть очень комфортно, можно жить уже, да, где-то что нужно доделать. Вот, слава Богу, за это событие. Также, вообще у меня вся жизнь наполнена, как-то волнуюсь, хотелось по-другому рассказать. Вообще очень Божьей заботой наполнена моя жизнь. Было еще такое переживание, или как правильно сказать, болели мы всей семьей, это уже недавно было, температура была за 39, было также очень сложно, но Бог так помог, все выздоровели, и также присылал своих людей, я ни у кого ничего не просила, прям и с едой, и с лекарством, и это просто чудеса, как Бог нас ведет, я ни в чем не нуждаюсь, я такого никогда не ожидаю, где-то что-то только не хватает в семье происходит, и Бог сразу изобилием благословляет, просто очень изобильно. Его любовь очень видна, мне самооценка, не страдаю завышенной самооценкой, можно сказать так, но видя, что мне вокруг меня, в моей семье происходит, я понимаю, насколько сильно меня Бог любит, очень сильно. Вот. Жизнь вся наполнена чудесами, да, благословением. Может быть, Бог благословит, что мой муж здесь свидетельствовал. Может быть, он больше расскажет, больше как-то. Пусть Бог сделает, чтобы это тоже чудо произошло в нашей жизни. Вот, слава Богу за все. Спасибо вам большое.